Всем привет, дорогие друзья! Мы на кухне опять. И я сегодня хочу приготовить запеканку. Творожную запеканку хочу испечь. Вот. У меня здесь на столе продукты. Всем привет, друзья! Давайте я сейчас тоже поснимаю. Вот. Здесь сахар, 100 граммов сахара. Значит, 100 миллилитров молока. 3 столовые ложки кукурузного крахмала взяла. 3 яйца, ну и творог. 500 грамм творога. Творог такой, который мягкий, не зернистый. Да. Вот, и будем готовить. Ну, эту творожную запеканочку, так сказать, мы очень любим. Как ее не любить, скажи, да? Вообще. Очень вкусно. Очень вкусно, да. Добавляю крахмал. Так, яйца. Белок отделила. У всех троих так будешь, да? Да. Так. На улице, друзья, у нас дождь. Идет дождь. Вчера был отличный день, солнечный. Я выходил на прогулку. А сегодня идет дождь. И, конечно же, в такую дождливую погоду Маша занимается, ну, обычно дома. И мне это очень приятно. Пока еще не сезон огородных дел, она дома, Катюша дома, все дома, и мне это очень приятно. А сейчас будем это все блендером размешаем. Блендер, друзья, шуметь будет, и я вкратце так поставлю еще. Сейчас покажем, какое тесто состояние. Маша, ложечкой, может, покажешь? Вот какое. Как однородная масса такая получилась. Так. А теперь будем... Это одна часть теста готова. Теперь будем белки взбивать, наверное. Тоже миксером. Для этого надо старые эти почистить хорошенько, чтобы жира не было, там теста не осталось. Сейчас пока еще не взбиваем, сейчас включим духовку на 180, если не ошибаюсь, Маша, да? Да. 180. И сейчас мы донышко сделаем такое, по-быстрому, как Маша делает. Скажем. У нас просто форма такая вот с узорами, да, не очень ровненько получается, но, как говорится, если вот донышко круглое, да, вообще четко такой способ. Квадрат такой вот складывает. Раз. Два. На середине, это там не видно мне. Вот. А потом, вот смотрите, на центр. И примерно. Вот у нас получается такие фигурные и ровненько не получается, но все равно, если бы круглая форма, то точно бы можно вырезать, прям точно. Все, раскрываем. И наша снежиночка готова. И на донышко. Смотрите. Все. И даже с узорами подошло. Так примерно подошло, да? Да? Отлично. Вот так. Вот так быстро можно замерить донышко у формы.
Это отложили. И вот действительно сейчас надо взбивать белки наши. И не забудьте, друзья, чтобы вот это было чистенько. Вот пока взбивали тесто, и чтобы ни капельки остатков теста не было вот на этих штучках, когда взбиваете. Маша аж сидя, так долго мы взбивали, Маша аж села. Я там не очень-то, конечно, долго снимал, это жужжит миксер. А просто потом звук убавил, да, показал, что вот как получилось, такая воздушная пенка. А когда вот на этих штучках вот остается тесто немножко, вот такой пенки не получится, друзья. Сейчас сначала половину добавляем. Ну, действительно воздушная пенка, да? Угу. Вообще такая. Шипит аж. Тесто добавили, так шипит все. И остальное. Ну, долго, минут 5 это точно надо взбивать, а то и больше еще. Но у нас вот получилась пенка такая, мы перестали потом. Ну, может, это как-то влияет, чтобы это самое долго не садилось потом. И вот интересно, любая творожная запеканка, она поднимается. На горячей она всегда высокая, так ведь. А потом, когда будет остывать, она немного оседает. Это у всех так. Практически так получается всегда. Ну вот, все размешала. Тесто готово. Да. Тесто готово. Ну, у нас, друзья, и духовка там уже согрелась. Выключилась уже. Релюшка выключила духовку. Значит, 180 градусов там уже. А нам осталось только перелить вот это тесто, готовое тесто, на наш противень. И все. И хозяйка отправит нашу запеканочку в духовочку такую. О, творожная запеканка, она вкусная, очень вкусная. Но я люблю еще такой творог, вот, который домашний, которые делали наши мамы в печке. У Маши бабушка это делала, думаю, да? Такой рыжеватый творог получается с печки. Немножко мягонький такой. Прям тает. Вот это творог, действительно домашний творог. Так. О, тесто как будто это, немножко дышит. Такое немножко слышно. Слегка. Ну вот, все. И на 20-25 минут при 180 градусов будем испекать нашу запеканку. Состав теста мы озвучили в начале ролика, все подробно. Вот. Наверное, это простая такая выпечка, я писать уже не буду в описании, но там все просто. Прямо вот в самом начале, чтобы не затягивать этот момент, мы показали, что там было. И озвучили. Угу. Ждем 20-25 минут. Смотрим, следим. Нашу запеканку. У нас запеканка в духовке, пока запекается, немножко поговорим. Вот мы начали там про старые, как говорю, что у меня мама делала это, творог, домашний творог из своего, подсобного хозяйства. Такое корова у нас была, такая корова хорошая была, Гыртпель была корова, потом Шурук был, Лусань был. Именно клички такие. И мама делала творог в печке. Вот он в печке получается немножко рыжеватый такой творожок. И мягкий.
такие крупные эти, и очень мягкие. И сыворотка тоже вкуснее, чем вот на плитке сделали. Творог делали по-разному. На плитке, то электрической плите тоже делали. Но вот в печке она получается очень вкусным. Прямо замечательно. Вот у Маши, наверное, это бабушка делала такой творог. Я еще личики ленивались. Ну, и еще творог, вот Маша по-кому сказала, личкем рыщ. Этот уже готовый творог же, уже после печки вытаскиваешь, потом в марле затягиваешь, это все жидкость выходит, процеживаешь и под гнет. Под гнет ставишь, и у нас называется это личкем рыщ, творог под гнетом. Кушаем его вот так. Надрезают. И вилкой макаешь масло сливочное. Надрезаем на квадратики. Вот Маша правильно уже сказала. Потом рядом стоит мисочка с растопленным маслом. И вилочкой этот кубик берешь. Он такой пресный получается, твердый, да, пресный. Но вкус уже и вот этого масла. А некоторые с сахаром тоже любят. Посыпают сахаром и вот так. Ну, мы вот ели с маслом. Это очень вкусно. Бабушка так делала. Но, конечно же, эта вся вкуснота не обходилась без работы. Без работы никто в деревне не это самое. Даже вот, к примеру, уже у Маши в хозяйстве не было именно коровы, так ведь? Бабушка до меня, конечно, было. Но до меня было, моя мама была, она еще была, в школе училась, вот тогда бабушка держала коров, конечно, корову держала. А при мне вот держали свинья была, свиньи держали и кроликов. Бабушка у меня тоже с кроликами водилась. Вот откуда, друзья, умение держать кролей и так сказать, Маша видела кролей, потому что я тоже, но кроли ведь не все хозяйкам это самое приживаются и дают рост такой потомства. У Маши вот Янцикеден, не дам соврать, Янцикеден это по-коми, чтобы не сглазили слово такое, присказка Янцикеден. И кроли размножались, как, я не знаю, две пары было кролей, 2 штуки. И, наверное, через полгода 120 штук, 3 хлева заполнили эти кроли. Действительно, Маша взяла такой опыт у бабушки, как держать кролей. И вот расскажи про, вот как, у них вот не было уже крупного рогатого скота, так сказать, ни коров, ни все такого. Но Маша все равно ездила на сенокос. Вот. Конечно, тогда у нас вот для кроликов, конечно, вот тоже делали сено, но у нас там очень мало сена. Вот, и вместе во мы дворе, тоже... наверное, да? Нет. Было такое, что вот родители мои тоже там же, туда же тоже ездили, и тоже мы как бы вот одно поле делали. Работаете вместе, а потом вам выделяют, стог, например, для кролей. Нет. Прямо лук отдельно заготовили? Джуляник лук, мы ашним метикерем. Там же, на этой же базе, да? Да, я помню, это я еще тогда маленькая была, вот, когда родители тоже там же, мама с бабушкой, вот, там очень маленький лук, они все это изготавливали, косили, я там, конечно, бегала, резвилась, вот, помнится вот это. То, что маленькая еще. После уже потом я ездила вместе с двоюродной сестрой и с братьями, вот, конечно, я маленькая, что я могла там помочь, конечно, сгребать сено, вот, и один раз был такой случай, конечно, сестра моя, она старше меня на 4 года, вот, и она как бы уже сама уже скакала на коне, когда уже вот все копна уже таскали, да, вот, и потом мы садились на лошадь вдвоем и до дому, как это сказать, до дому. Где избушка стоит, лесная. Лесной, возле речки там у них лесная избушка, и вот, а сено изготавливали чуть подальше, там шли, места,
где были места, от этого места, короче, мы скакали на лошади вот до дому. Там и конюшня еще такое для да, лошадей. У них все и было, ну да, конечно, вот. И был такой случай, что, ну, мне тоже захотелось... на лошади, да? Да, пока прокатиться на лошади. Вот, вместо седла была у них фуфайка такая туда разложена. Вот, ну и меня посадили на лошадь. И там была такая горка, лошадь спускалась, крутая горка, да, вот, где сток был, ну, нужно было спуститься через гору. Ну, горку нужно было спуститься. Вот, и эта фуфайка, она... Сползла. Она, да, у меня сползла. Я вот чувствую, что я потихоньку скатываюсь с лошади. И, короче, упала вместе с фуфайкой под ноги лошади. Там тетушка Устинья вообще испугалась. И дядя Егор тоже, они очень испугались, потому что маленькая еще, ну, такая, да, и лошадь мало ли чего может ногой... Да, может задавить. Да, вот. И меня оттуда быстренько как-нибудь выкатили от лошадиных копыт. Вот это мне очень запомнилось вот почему-то. Да, ну это был один раз. Один раз вот я одну меня туда сажали на лошадь, а после уже потом я скакала до дома вот с сестрой. Вместе сажались в эту лошадь, эту фуфайку. И, короче, скакали до дому. Хорошо, что все благополучно. Был вот такой да. случай. А мы вот, хотя и вот в одном селе живем, совершенно по-разному уже. Мы уже лошадей использовали только для косьбы. Вот где большие трактора еще дефицит был, да, а косили на лугу, такая была косилка на 2 лошади сразу. Такая тяговая, на конной тяге косилка. И косили. Косилка, а кура не смысишь? Это аппарат для сгребания. Вот. И у нас на этом аппарате для сгребания ездила тетка. Ну? Вот. Она всегда Агафья. во главе. Да. Тетка Агафья, да. Ну, такая боевая женщина была, конечно. Да. Я уже это все помню, потому что наши луга были соседние там. Но мы в основном косили только, косили вот на лошадиной тяге, косили. Сгребали вручную, хотя и тоже площади не маленькие были, и сгребали вручную, и таскали тоже, пока я маленький был, назад, там, когда идешь вот на этих носилках, меня ставили сзади, чтобы я рулил. Сзади стоять, когда копно несешь руками, легче, впереди тяжелый. Потом по мере взросления переставили на передний план. Потом после армии приехал, снова на задний план, так как ножки хромают, блин. Вот так и работали, как говорится. И вручную, очень много вручную косили. Вот у вас, у ваших родственников, у дяди Егора, там, у тети, как называется, тети Устиньи, да, у них там много было именно лугов на технику. А у нас же были ручные, очень много ручных, горбуша. Горбушей очень много косили, и я в том числе. Не 1 тонну я скосил этой горбушей. Вы видели там на праздник в деревне, у меня видео есть, посмотрите, если что, как эта коса работает, друзья. Действительно, это поясница, это ты нагибаешься, как достается горбу, действительно. Вот это. Так что домашний творог, домашнее масло, домашний сыр, домашнее молоко и мясо, все это вкусно, но без работы никто в семье не Косить жил. я вручную училась уже, когда уже мы начали жить с Сергеем вместе. Ну это да, потому что для тебя это и не нужно было. В основном это там мужчины косили. Почему? Женщин тоже косили? Женщины косили, но я говорю, что у ваших родственников, у дяди Егора, большие луга. И там очень мало. Там возле лесов косили. Да, на пригорках там. Вот. Уже когда своя корова была, тогда и пришлось и самой. Да, уже. Потом, когда Машей завели мы свою уже корову, Маша там, она быстренько научилась косить.
Она быстренько научилась косить, косила и косой, косила уже последние годы для кролей, когда заготавливали, купили триммеры, триммером косила и все такое. Ну, косой мне нравится было косить. Вот. А теперь все в прошлом, друзья. Кто это для того рассказали, много новых зрителей, там спрашивают, какое хозяйство вы ведете. Хозяйство 2 собаки и 2 кота. Сейчас 3 в гостях. Все. Потому что, ну, пускай Маша легче будет. Пускай Маша уже не думает об этой скотине. Как-нибудь проживем и на покупном мясе, как говорится. Вот так. Ждем. Вот так наболтали мы, друзья, опять на 30 минут, наверное. Ну, хотя бы побеседовали с вами. Так ведь, Маша? Угу. Фирменное. Так ведь, Маша? У меня как-то, друзья, это так ведь, Маша, сама получается. У нас сейчас покажу нашего гостя еще. Пару секунд. Здоров, бандит. Вот сидит на подоконнике, хочет кушать орхидею. Есть цветы. Здесь у нас съел. Этот цветок съел. Тот цветок съел. Вот этот бандит. Он ест эти цветы. Ругаем, еще равно есть и есть. Мы вытаскиваем. Пока суть до дела разговаривали, у нас время прошло быстренько. И смотрите, какая красота. Вот смотрите, какая красота. Румяненькая запеканочка. Она такая пушненькая. Ну, это временно, наверное. Да. Потому что она горячая, и она будет оседать. Почему-то постоянно так. Может, кто знает какие-то секреты, чтобы не оседала. Мы пока этого не разгадали, и мы сразу скажем прямо, честно скажем, что это все будет оседать потихоньку. Ну, не до, конечно, состояния оладьи оседает, но немножко осядет вот это. Но вкус от этого не изменится. Цвет от этого такой приятный, ароматный, красивый, такая ароматная, красивая запеканка, никуда ничего не с ним не, как говорится, качество не меняется. Все очень вкусненько. Сейчас это все, друзья, вытащим, положим на стол, нальем чай и будем угощаться. Машеньке я уже ставлю 1000 лайков. И жаркие, горячие, любвеобильные поцелуйчики за такую вкусняшку. Спасибо. Надо еще попробовать. Я знаю, что это первый раз, что я твою запеканку ем. Я уже много раз это ем. Так. Ну все. Ну вот, друзья, как выглядит кусочек. Разрезали мы кусочек вот такой для чая, для чаепития. Вот смотрите. Немножко еще горячий, надо чуть-чуть, чтобы остыл, конечно. Вот так. Сел, конечно, сел, как вот первоначально вытаскивали, он более толстенький будет, но сел. Но все равно не как оладушки. Он так и еще толстый такой, пушистенький. О, с нашей запеканочкой. Сметана там у нее, со сметаной обязательно. Тает. Воздушная такая масса. Да? Я прям захотел тоже попробовать. Нежная такая. Ты мне кусочек, это самое, ты мне кусочек, пожалуйста, дай попробовать. Не, я без сметаны. Ты мне как это, сахарную вату положила в рот, она сразу растаяла. Действительно пушненько так. Она прям растаяла во рту. Еще, пожалуйста. А потом, я уже потом себе уже без камеры, я сегодня хочу угощаться без камеры. Но для пробы я с ним, потому что один кусочек, он как-то это. Вот. Очень нежно, очень вкусная. На язык Маша положила, она прям как сахарная вата растаяла. Такой пушненький. Делайте так, друзья. Есть такой еще способ, что можно, чтобы пушненько был, можно манку, конечно, положить. Но вот мы, что творожная запеканка, она вообще должна быть из творога. Без всяких там муки. Но вот у нас здесь крахмальчик такой был. Манку не ставили. Думаю, с манкой будет, с манкой, с разрыхлителем там или содой сгашенной, может быть, даже будет попушнее. Но мы вот так. И довольно-таки неплохо получилось.
Уверяю вас, очень вкусно, Маша, да? Ческид или не ческид? Ческид. Ой, ческид. Нежная ческид. Попшат назов ческид. Ческид, значит, от Маши это знак качества. Вкусно. Каком. Ну, друзья, Маша продолжает угощаться, а я, наверное, закончу этот ролик уже потом. И сам тоже приступлю. Такой же кусочек возьму, чай налью, сметанки и буду тоже угощаться. Вот так. Советуем всем, приготовьте, готовьте такую запеканочку. Ну, и теперь что? Говорим до свидания. До свидания. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока. Всем пока. До новых рассветов. Встречайте рассветы. И пускай они будут у вас всегда добрые. А на заднем плане малыш просится на улицу. Весна. И мартовский кот, как говорится, орет. Хулиган такой. Ну-ка, подними его, покажи зрителям. Некоторые очень любят животных наших. И покажем хотя бы в заключении видео. Вот такой малышка. Он просится на улицу. Ну, сейчас собаки гуляют, да. Сильно шибко на улицу не пускаем. Но на веранде там, на крылечке. Пожалуйста. Вот так. Все. Всем пока.